Так, ну пока светло. Думаю, ладно, засниму чутка вам паромной движухи. Вот мне сказали 5-м идти вот за Сканией. Тут, конечно, грязища, из машины даже не выйдешь. Ну как, вот по следам от грузовиков только можно попрыгать. Я вот там походил, там ямка была, и все вот передним бампером цеплялись. Я пошел там лопатой понакидал в кучу. Ну, правда, это уже, что я там накидал, по-моему, уже это затоптали. Толпа выехала, и вот сейчас заезжает. Вот с этой кучи я тут... Надо было больше накидать просто. А то там Вольво выехал сейчас отсюда, задний бампер оторвал. Там, по-моему, на заезде. А сюда заезжал, говорит, я передний оторвал. Вот в этой яме. Тут что-то прокопали они. А, вот я вот это подсыпал в кучку, ее уже затрамбовали. Ну, я вот так вот возьму сейчас, чтобы серединка под колесом была. И бампер, а то в нижнюю точку, получается, точно бампер зацепит. А так мне особо там снизу цеплять-то нечего. О, потихонечку. Да, тут, конечно, веселушка. Ну, на этом пароме, по крайней мере, съезд нормальный. Так, надо окна открыть, чтобы слышать, если крылья поотлетают или что-нибудь такого рода. Она, машина, он сама холодный мотор, обороты повыше, она холодная, прет вперед. Заднего бампера у меня уже нету, я его даже, получается, и нифига не оформил до сих пор. Целое дело тут со стеклом пока. Так что он мне, в принципе, и не нужен. У меня фонари, все горит, все работает, ничего там не протекает. Я скотчем фигурно залепил качественно. Сколько паром стоит, подскажите? Смотря какой, там вот государственные где, или какие-то 11 300, а здесь 10 200 вроде было, так? Спасибо. Ну это на фуру длинную, а там я не знаю, как они считают, там есть что-то подешевле, по-моему, если не полуприцеп. Ну и все, он солнышко, тут снег срывался, так сейчас плюс 7 даже показывает, но это скорее всего из-за того, что я стою, двигатель работает. Тепло, а так, по-моему, 3 градуса было. Пообмелело, вот уже песчаные такие отмели появились на реке. Вода припала. Долго не было что-то парома вот этого. Я приехал, всего один ушел, и сейчас, получается, вот этот приехал. А часа 3, наверное, стою уже здесь. Ну, уже вечер здесь получается, так что переправлюсь и буду там смотреть уже, что делать. Мне-то вообще сегодня понедельник, а мне в среду сказали выгрузят, потому что некуда типа выгружать, там холодильник занят или что-то такое. Ну, завтра буду с утра звонить. Сейчас тут тут весь этот грязюки натаскали на паром. Ну, у меня, да, вот видите, все пишут, что снимать одно и то же. Ну, тут с нюансами все время одно и то же. А так вот природа. Ну, единственная вот камера, так, честно говоря, снимает, как я медведя заснял. Его вообще не видно на камере. Это я там увеличил как-то, оно по-кривому выглядит на видео. Ну. А так она, не знаю, глазом как-то тут все-таки побольше деталей видно, чем на камеру. Она как-то отдаляет все это дело. Серег, что ты не поехал еще?
семерки РТ. Ну, это получается баржа и буксир, получается. Ее таскает. А, по-моему, я на ней, по-моему, не плыл еще. Это они в это же место приплыло. По-моему, там был паром именно цельный такой. Ну, мне так кажется, что я не обратил внимания. Пока все нормально. Тут относительно ровно еще. Подожди, Серега, коротыш пройдет. А так вот любуемся. Закат над Якутском. Да, думал, побыстрее будем заезжать, конечно. Ну, ладно, смотрите, что уж делать. Кому интересно на пароме побывать, не ехав сюда. Вот это руководитель проекта. Ну, мужики молодцы. Рядом с нами. Выходят сразу туда, объясняют, кто за кем, чтобы суеты не было вот этой лишней. Посмотрел, спросил, сколько у кого груз. Так вот они, ну, основу, наверное. И все, он в рядок выстроились, и порядок. Никто никуда не лезет. Ну, хотя и там тоже порядок. Там сделали они, ну, такой между заборами накопитель со шлагбаумом. И накапливают, и потом выпускают, чтобы... А прошлый раз еще вот этого забора не было. Ну, или он был, не работал. Ну, все так вот со всех щелей там стартовали, кто как мог. А так, что у меня? Вот 396 от Владивостока я проехал. Расход 35,8 сейчас. Ну, я дошел до поворота на Якутию, 31 было. Ну, там что-то было в районе 33, потом по прямой возле, ну, где Белогорск, там поровнее, там она упал расход, и на Якутию уже свернул. Получается, 4,8 литра добавилось. Ну, и тут под Якутск уже 100 километров тоже по ровному едешь, там грамм 300, наверное, уменьшилось, оно было 36,1, по-моему, максимум. Ну и все, да, вот на бортовом. Это у меня с Питера 15897, 32,6, а это с Владика 35,8. И за 100 тысяч километров 33 расход. Да, ты сиди. Так, ну тут вроде он как бы это нормально заехал. Тут мне главное, чтобы это не сильно перекашивало, а то у меня вот прицеп получается. Тебе что, не сказал, да я Ну, тебе сказал? Зажимает крыло. Вот он его сейчас даже перекосило что-то прицеп. Он как-то, блин, все это так. Что, тебе не сказал заезжать? Ну, относительно машины и вентилятором. Ну, вроде хруста не слышу характерного. Сейчас он там что? Я говорю, тебе сказал заезжать? Парковщик там сейчас вот сканию поставит, и я поеду. Ну, потом обход сделаю, глянем, что минусанулось. Вроде без звуков лишних.
Там прошел. Туда ближе? А, вот так, с поворотом и остановлюсь, получается. Голову туда и буду выезжать, наверное, первый, что ли, получается. Давай. Ну глянь, чтоб я там не зацепил. Там угол смотрит он, чтоб я... Еще чуть-чуть давай. Аре? Давай немного. Хорош, А тут так из машины кажется, что я уже приехал. Так, ну что, надо пойти глянуть. О, тут как покачивает, аж нормально. Всю машину. Ну, машины заезжают, это вся играет. Все, прибыли, короче. Вид шикарный. Как раз мне... Ну вот дальше туда видно река, вон там даже эти ракеты ходят. Погоди, не лезь, запаркуюсь. Сейчас выйду, обойду машину. Ну, сейчас выключусь на секунду. Так, все, это я на месте. Короче, все выжило. Бампер целый. Крылья тоже не заделись. Но он их уже протирает. Не знаю, тут ленивец все равно как-то на перекосах. Тут такие зазоры. Тут все седло на месте. Все, мы поплыли, короче, потихоньку. Тут вроде нормально все, колеса. Так, это обход, бампера нету. Ну и ставить неохота, честно говоря. У меня тут оперативный простор. Все, короче, выжило. Ну, я еду на верхнее положение, поднял, оно вроде как реф подальше от крылья все-таки торчит. Ну, все, уже вот развернулись. Ну да, я не плавал еще так, чтобы буксир был, это точно. Сейчас еще сниму там на закате что-нибудь. Сейчас-то уже все равно стемнеет, она на камеру как-то не очень она показывает. Чаек что-то нету, тоже похолодало, свалили все. Ладно, в общем, такой короткий обзор, потом буду выезд снимать, если не совсем темно будет. 1,5 часа по течению плывем, короче, примерно, и назад где-то что-то в районе 2 он идет. Все, давайте, всем привет.